Эти цветы к монументу памяти погибшим при выполнении интернационального долга от некогда боевых товарищей, как символ безграничного уважения к их подвигу, героизму и самоотверженности. Застыли на этой стеле имена 12 сыновей ингушского народа, не задумываясь отдавших свои жизни в ходе выполнения боевых задач в Афганистане, среди которых и Юнус Бачалов. Ему было 19, когда его забросили в горячую точку, вспоминает сослуживец нашего героя Руслан Тумгоев. Там, вдали от своей малой родины, выступая против отряда вооруженных оппозиций. Он погиб за месяц до демобилизации. Это был очень жизнерадостный, здоровый, таких людей называют элитой нации. Это был такой очень хороший парень. И останься он в живых, я уверен, что он принес бы очень много пользы и своим родным, и республике. Светлый человек, очень светлый, доброжелательный, добрый, участливый. Ему было 19 лет, он призывался со станицы Орджоникидзевской, насколько я помню. Сейчас его родные братья живут в городе Карабулак. Его именем названа улица в городе Карабулак. Воины-интернационалисты, более полумиллиона советских солдат и офицеров почти 10 лет противодействовали вооруженным группировкам-оппозиционерам, охраняли важные промышленные предприятия и объекты инфраструктуры. И вот в марте 1988 года начался поэтапный вывод войск из Афганистана в соответствии с подписанными за месяц до этого Женевскими соглашениями о политическом урегулировании. Тогда СССР обязался вывести весь контингент за 9-месячный срок. 15 февраля 1989 года, в день вывода последней колонны советских войск, запечатлены исторические кадры. Мирное время сегодня как результат их героизма вчера. Отличаясь дерзостью и неуступчивостью на полях сражений, они столь же просты и в быту. Мухарбеку Дзангиеву 51 год, получил ранение, остался инвалидом. Но при этом говорит о себе, что он обычный житель Сунжи, и на все расспросы о его медалях и орденах отвечает предельно скромно. История его знакомства с военным делом началась в 1987 году. Будучи 18-летним юношей, он призвался в Москву. Там, пройдя усиленную спецподготовку, его сразу же забросили в горячую точку. Один раз мы отстали от колонны, должны были заехать в Кабул, но не успели, там уже стемнело, обстрелы. И мы свернули в Баграм, со штаба дивизии передали через связь, завернули в Баграм и там переночевать. Там слишком пыльно было, ночью обстрелы. Так получилось, я от колонны отстал, ушел не в ту сторону, направление. С курса сбился уход, да. Я там чуть пленные попали, честно сказать. Ну так получилось, думаю, лучше, чем в плен попадать, все можно там перепробовать. У меня там в технику было загружено полностью боеприпасы. Я эту машину спас, технику, боеприпасы, съели там оттуда, как говорится, на колесах, много унес. Потом наши подоспели туда, меня прикрыли, так получилось. Вот этот момент я до сих пор вспоминаю. Ветеран боевых действий Боков Джабраил не понаслышке знаком с трудностями и проблемами воинов-интернационалистов. За вклад в работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи он также получил грамоту от заместителя военного комиссара Ингушетии. Огромный вклад в работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи Республики Ингушетия. Наградить грамотой Бокова Джабраила Мусаевича. Бок о бок эти бойцы, не оглядываясь на этническую и религиозную принадлежность, плечом к плечу шли к этой памятной дате. Несмотря на то, что ужасы тех событий уже позади, ветераны отмечают, многие просто не дожили до 31-й годовщины. В память о них воины-афганцы прочитали дуа. Диана Дударова, Адам Мережко, Магомед Дидигов. Новости 24.